Всем привет, друзья! Сегодня мы, как я думаю, вы уже догадались, будем говорить про лед. А что еще более интересно, мы будем говорить про ледовые скульптуры. А что еще интереснее, сами своими руками попробуем сделать интересные... Сами своими руками попробуем сделать интересную скульптуру. Ну а с кем мы будем это делать? Так, надо. Ну а с кем мы это будем делать, мы сейчас узнаем и обязательно познакомимся. Друзья, любая скульптура, большая, маленькая, огромный ледовый городок, все начинается с заготовки. И сейчас на ваших глазах готовят заготовку ледяную. Именно из нее мы будем делать сегодняшнюю скульптуру. Сейчас обязательно познакомимся с нашим героем, который мастер, который будет помогать в этом, давать инструктаж. Но многие постоянные зрители передачи «Испытано на себе», я думаю, с ним уже знакомы. Ну что, давайте начнем. Познакомимся, кто еще не знаком. Егор Степанов, многократный чемпион мира по ледовым скульптурам. Я думаю, что обязательно Егор, наверное, скинет нам фотографии, чтобы мы могли показать нашим зрителям, да? Вот, я думаю, сейчас они уже на ваших экранах. Вот, смотрите, вот эти замечательные работы. Огромная география, да? В скольких странах, Егор, вы участвовали? Много. Италия, Европа вся практически, Америка, Канада, Китай. Но опыт приличный есть, Вот, так что, друзья, сегодня, я думаю, нельзя найти лучшего мастера, чтобы, во-первых, научиться азам изготовления ледяных скульптур, ну и, конечно же, все это показать вам и рассказать об этом, я бы сказал, даже искусстве в первую очередь. Я на самом деле даже, вот только видел вот иногда по телевизору, как делают скульптуры, и уже готовые варианты, да, в ледовых парках, как вот, например, здесь, в 203-м микрорайоне. Но я вот понимаю, что сейчас я даже не знаю, что нужно делать. То есть сам самостоятельно ничего не могу сделать. Но я так понимаю, что нам надо сейчас ее поставить, да? Сейчас, чтобы она туда опять не ушла, мы будем его поддерживать. Ага. О! Так. Стоит, да? Сейчас еще, чтобы устойчивой было. Подбить надо, да? Обычно еще сейчас у ребят спрошу, если вода есть, немножко надо будет залить водой. Чтобы она устойчивее стояла, чтобы да? она примерзла. Согласен. Фигура, я даже не знаю, какая будет, но единственное, что я хотел сделать небольшой совет Егору. Я говорю, давайте мы по солнцу поставим нашу фигуру, потому что она тогда будет, ну, как бы видно, красиво, да, то есть у нас сейчас солнце с той стороны. На что он ответил, я совсем про это забыл, что я думаю, что на это уйдет очень много времени, по крайней мере, сейчас где-то полдень. То, я думаю, до вечера мы как раз, наверное, закончим, а солнце в этот момент уже будет вот в той стороне, и как раз мы увидим финальный результат. Знакомство произошло, заготовка готова. Сейчас, друзья, кстати, хотелось бы отметить, что сегодня очень теплый весенний день. И это даже, как сказал Егор перед съемками, достаточно хорошо, да, потому что лед не такой хрупкий, как в минус 50. Да, сейчас температура как раз самая, ну, в пределах минус 10. Это
самая хорошая погода, и лед в такую температуру становится она более мягкой. Когда холода зимой, да, вот обычно у нас, когда фестиваль проводится, минус 45, там 50, вот тогда она становится очень хрупкой. Если в холодное время работаешь, там лед уже как бы не прощает ошибок. Если нечаянно сильно долбанешь, ударишь, там она сразу трескается, кусок отламывается сразу. Это можно назвать трагедией, Да, так и есть, потому что в каждом конкурсе дается определенное количество блоков, да, ледяных. Там бывает, допустим, в других европейских странах, в Канаде, в Америке, там дают маленький искусственный лед, да? Там высота 1,50 м и толщина 25. Таких блоков дают, допустим, 18 штук. Если сломаешь во время работы, разобьешь блок, это уже, как говорится, ваши проблемы. Уже ты теряешь просто лед. Поэтому в конкурсах обычно очень бережно, очень осторожно надо работать, чтобы если останешься без блоков, это будет уже команде только минус. Потому что заранее всегда рассчитываешь, заранее знаешь, сколько блоков у тебя будет, и исходя из этого композицию делаешь. Там практически любой кусок нужен. Ясно. Да. Ну вот наш блок это примерно метр, да, в высоту и ширину Да. где-то 1,5 метра, да? Ну, чуть где-то так, больше. да, в районе. Что можно из него сделать сейчас, друзья? Прямо вот сейчас мы будем решать, какую фигуру, какую скульптуру мы сделаем. Во-первых, она не должна быть очень сложной. По аналогии, ну, некоторые, кстати, вот у меня был отзыв, говорят, а что такую легкую, говорит, фигурку выбрали, да, из дерева сделать. Так я говорю, я вообще никогда не резал по дереву, то есть это такие самые базовые знания. Поэтому, ну, здесь, я думаю, чтобы всем, наверное, зрителям угодить, мы, может быть, Егор, сделаем что-то такое чуть выше начального уровня, ну, на твой взгляд. То есть, что можем, тем более, что это такой не экзамен, а ты тоже будешь помогать. Ну, в принципе, можем из нее какое-то животное делать, допустим, лошадку. Лошадку сделать. Да, параметры как бы Ага. есть. Ага, такую, ну я вот что-то сейчас вижу такой символ, такой, ну, нашу якутскую лошадь. сделать. Можно. Мне кажется, до арабского скакуна мне еще далеко, потому что там очень тонкие ноги, а вот нашу лошадку, я думаю, без проблем. Куда тебе? Как видите, друзья, здесь инструменты, которые используются при изготовлении ледовых скульптур. Сейчас мы с каждой, я думаю, мы сегодня попробуем поработать. В первую очередь нужно нарисовать, наверное, да? Эскиз. Любая работа практически начинается с рисунка, да? Вот, эскизные варианты. Допустим, немножко я могу показать, чтобы представление было, да, вот эскизные варианты, допустим, всех работ, которые я раньше делал. Там параметры, размеры, ну вот начинается, допустим, первые наброски, поиск того или эта работа называлась «Похищение невесты». И чтобы, вот, допустим, размер 4 метра, да, высота должна была быть, а ширина 4,5, ну, около 5. Поэтому делается масштаб. С масштабом лучше, потому что Ну да. Можно подвести расчеты, Да, знать, какие... да, сколько льда, и в конечном итоге она должна... Вот обратите внимание, друзья, здесь вот именно уже вставлены блоки, да, ледяные. Каждый блок, каждый Каждый блок. кусок, сколько льда уйдет на это, вот все здесь рассчитано. С таким расчетом лучше, потому что легче лишний как бы лед пустую не пилишь, а все уйдет уже каждый кусок. Остаток, допустим, кусочка, вот наверху добавлено, да, вот видите. Ну, примерно так. Так, а у нас лицевая сторона та будет или это? Без разницы. Мы будем, да, мы нарисуем с одной стороны, потом лишнее отсечем
электропилой, а дальше пойдут уже станки. Хорошо. Хорошо. Вот в данный момент мы пользуемся маркером, это японского производства. Она пишет и минус 50, и плюс 1. То есть это практически лучший маркер. Получается, на любой поверхности, на льду она... На любую поверхность. Ух ты, так, интересно. Ну вот сейчас начнем примерно, да? Примерно рисовать. Там обязательно мы оставим внизу Площадочка. площадочку, чтобы устойчивое было. Это первое. И сейчас сама будем рисовать уже примерно саму. Конечно, в рамках проекта «Испытано на себе» я бы мог тоже нарисовать, но, к сожалению, в люди принципе, будут приходить в этот парк, и потом мне... Я просто говорю, что потом будут пугаться лошадь, которую я нарисую. Поэтому это, мне кажется, это самый важный момент. А рисование, кстати, возможно, будет тоже, наверное, выпуск. А как-то вот рассчитывается, вот, допустим, у нее основание будет на ногах, да, держаться? И вот, допустим, хватит ли вот толщины, допустим, льда? Хватит. Хватит, Хватит. да? Ага. Лед, такой материал, особенно когда тепло, можно даже сделать косулю. Натуральный размер, с натуральными тонкими ногами, она будет выдерживать спокойно. Спокойно. Это в холодное время, когда больше 35 градусов, хрупкая когда, вот тогда опасно. А в такую теплую погоду она очень даже мягкая, что мы сейчас и попробуем. Первым делом приступает к работе электропила. Попробуешь? Так, сразу я, да? Я, немножко покажу. Но я бы, кстати, сейчас, наверное, даже лучше начать, чем потом уже более тонкую работу делать. То есть надо уже, может, сейчас почувствовать. Когда уже идем распил, да, надо оставлять вот этот рисунок. То есть надо брать ее с запасом. Да? Бывает, когда ровно поэтому нарисуешь, когда вырежешь, уже она будет, возможно, в некоторых местах будет слишком тонкая, да, пока будешь обрабатывать стамеской и так далее. Поэтому... Так, ну давай. Покажу? Да, лучше покажи. Ух ты. Так, как страшно. Ну, это у нас лишний кусок льда, поэтому можно его и... Так, ну давай я попробую. Давай. Так, Так, тут вот. кнопка. Да. Ага. Так, сейчас надо... Так, я забыл... Ты так делал, да? Или Да. так? Вот так? Как тебе удобнее будет? Можно и в другую сторону. Так, лучше сначала включить. Ага. Так, верхушку по рисунку вот так срезаю, да? Вот она. Посюда Ещё. и вот так. Ага, еще надо сюда.
Сейчас вот тут эта часть, да? Ага. Так. С чего лучше начать? Или можно пропил сразу и потом вниз пойти? Можно просунуть сразу до сюда, потом так и убирать. Так, это вот Да, по да, нижней или по этой? до сюда. Ага. Вот по этой, да? Так, да, сначала. Сейчас надо будет верхнюю взять и здесь расстелить, Первую, потому что, да, если здесь пройдешь, потом здесь она Отколется. отколется, упадет. Самое важное. Мордочка. Ты. О. Очень чувствую, завтра будет. Ну, Егор так и сказал, что завтра будет Руки болеть. болеть. Так, теперь Теперь надо будет открыть уже. середину, да? Так. Тут тоже, наверное, сверху лучше, потом. Вот сюда, да? По крайней, да? В эту сторону толкни-ка. Ага. Пока. Пока. Вот когда криво немножко пилишь, она уже застревает. Конус получился, да? Конус получается. Так. Ну вот сейчас уже, да, можно немножко такой вывод. Сложно контролировать. То есть пила же должна, и она и горизонтально, и вертикально должна быть как бы Да. в одном направлении. То есть, когда пилу заводишь в лед, сложно ее вот этот контроль держать. То есть это, наверное, с опытом уже приходит, да? Это с опытом придет потом. Сейчас голову, да, делаем? Да, сейчас вот верхнюю часть здесь чуть-чуть выше оставляешь, потом вот и вот. О, так. Фух, очень, очень стрессово. Так, ну что, друзья, сейчас уже видно, видно контур нашей скульптуры. Уже сразу можно сказать, что это лошадь. И причем это наша якутская лошадь. Но сейчас все, знаете, будет похоже на вот как есть игра Майнкрафт, там все кубические. А потом мы будем накладывать больше вот этих, как сказать, 3D-эффектов, если можно выразиться так. Сейчас будем уже переходить к оформлению. После пилы идет, чтобы снять грубую основную часть льда, мы пользуемся большой вот такой зубаткой, да? Это китайская стамеска, производство Китая, очень хорошее. То есть они сразу изготавливают вот такие, Да. ну, такого вида, да? Она съемная, есть и такая для... Вообще некоторые скульптора работают без пилы. Они только с такими сразу с большого кусочка начинают, как из камня, да? Как из дерева.
Ну, кто как что предпочитает. Сейчас вот наша задача будет уже Стесать. вот этой стамеской уже по рисунку тоже начинаем. Я не знаю, передает ли камера наши микрофоны звук, вот прям похож как прям по маслу. То есть все инструменты, в принципе, как мы в прошлом выпуске, когда также с Егором, Егор учил меня резки по дереву, мы видели, что все инструменты в его лаборатории, хотел сказать, в его мастерской, они все остры, как бритва. Вот. И это, конечно, я на себе уже почувствовал, что, например, работая с очень хорошо отточенным инструментом, прям получаешь удовольствие, когда занимаешься резкой по дереву. И по словам Егора, это было то, что вот в основном люди начинают этим заниматься, но у них инструменты, допустим, ну, как бы не так остро заточены, и им особо это удовольствие не приносит, они забрасывают. А я вот на себе почувствовал, что когда работаешь очень таким правильно отточенным инструментом, получаешь какое-то вот такое истинное удовольствие от работы. Так, ну, сейчас попробую уже по льду. Так, теперь вот этой же стамеской попробуй. Ага. И можно пользоваться и так, или с другой стороны. От Если чего зависит? надо, здесь угол, видите? Ага. Если много надо убрать, этой стороной работаешь вот так. Ага. Если чуть-чуть, Более то тонкая. тогда... Но здесь более тонкая, да, Да, сейчас? вот так она соскальзывать будет, видишь? Ага. То есть слишком много не А уберешь. так будет зарываться. А вот так она, видите, она уходит вглубь. Ага. Так, супер. Сейчас у меня есть шанс подправить свои неправильные углы. Вот, например, здесь. Ой, так страшновато. Так. А вот если я так возьму, нет, да, надо как-то, наверное, отсюда брать, да? Вот когда такие надо углы убирать, сперва надо маленький кусочек убрать, вот так, чтобы Понемножку. направление осталось. Ага. Сразу Во. о, Все, понял. То есть мы как бы скашиваем немножко угол и потом уже работаем. Потом посмотрите-ка, Руслан, Ага, сейчас. есть момент, Ага. есть такая же зубатка, есть, бывают полукруглые, да? Допустим, вот нижняя часть прямой не уберешь, правильно? Поэтому там уже. Поэтому, когда пользуешься, если данная стамеска, которой работаешь, не убирает или сложно убирать, тогда надо подобрать уже нужный этот. Ага. Сейчас вот этот же стамеска можете его вот здесь пройтись, подправить. А здесь я подправляю не в эту сторону, а вот так, да? Да, сверху. Ага. Вот как раз ты сейчас вот угол надо будет держать. Вот так. Вот такой, да? Да, тут надо. До сюда. Вот это все скачиваем? Да, до сюда. Все, понял. Вот. Друзья, обратите внимание, вот эта стамеска с более такими мелкими зубцами, она для более тонкой работы уже. Сейчас идет оформление уже полностью такие вот округлости для нашей скульптуры.
Ну вот здесь по льду посмотри-ка, вот здесь лед полностью непрозрачный, видишь, да, вот Ага. половина она идет матовая, вот, это верхняя часть. Я как раз хотел спросить, как потом прозрачно делается скульптура. Если во льду уже есть, допустим, снег, что-то такое матовое, то уже ничего нельзя сделать, да? Ну, с этой стороны она-то будет, но вот это белое, то, что вот это матовое осталось, она Останется. все равно останется. Оно, чтобы вот смотри, допустим, вот уже прямая стамеска, да? Ага. Вот когда проходишь, она уже будет абсолютно прозрачной. Прямо вот тут сразу видно вот лед прозрачности. Получается, первая обработка идет бензопилой, грубая, Да. потом более с грубыми зубцами. И даже после вот такой вот с мелкими зубцами все равно кажется, что фигура она такая немножко мутноватая. но- Стамеской все равно убираются только грубые, да? Ага. Более тонкие вещи уже переходим вот уже с маленькими такими. Тут уже маленькие неисправности, все это убирают. Можно четкую линию сделать с помощью такого инструмента и кое-какие-то ненужные следы от стамески То все есть это мы делать. причесываем нашу лошадку. Вот именно. И притом она будет придавать фактуру шерсти. Да? А, Вот. точно. Так, я сейчас закончу мордочку тогда, да? Тоже ее округляю. Да, округляй. Так, тут, наверное, тоже смелее, да, или нет? Тут немножко округлость дадим, да? Так. Сейчас я маркером покажу-ка. Тут, допустим, у нас будут глазницы, да, поэтому отсюда ты. и мордочка. Вот, вот это надо Так, вот тут убрать. только вырезаем, Да. а тут остается этот. А тут докуда? Ну, чуть-чуть. Вот так. Ага, ага, ого. Так, это вызов. А здесь я уже маркер или тоже я вдоль делаю? Маркер Маркер могу убирать, да? Это для бензопилы у нас как бы мы маркер оставляем. Мгм. А вообще у нас в Якутии есть школы, где вот обучаются именно? Так, таковой школы нету. Именно по льдовым культурам, да, нет? Такого, нету такого. Чтобы и дети научились, единственное вот совместно с управлением культуры и художественная школа проводят детские конкурсы, фестивали. Но в этом году из-за этого, из-за пандемии и в прошлом году это уже не состоялось в свое время. Вот там как раз дети сами участвуют, сами познают азы. А какой лед лучше использовать для озерный или речной? Или там разницы особо нет? Разница есть, конечно. И речная бывает, на речном бывает очень много песка. Это плохо отражается на инструмент. Да, стачивается быстро, постоянно надо будет его затачивать. А озерная, озерная бывает то, что она немножко мутноватая бывает. Не совсем кристально чистая, как озерная. То есть он немножко желтоватый. Да, желтоватый бывает. А, гривы же у нас
волнистая, может быть, да? То я стараюсь прямой делать. Можно, в принципе, так, да? Сейчас надо будет убрать ноги, чтобы чуть-чуть внутри было. Ага. Вопрос будет. Егор, у тебя очень большой опыт в международных соревнованиях, да? Вот на твоей памяти самая вот работа, которой ты на 100% был доволен, или прямо, которую вот, ну, считаешь, наверное, лучшей в своей работе? Ну, так-то все работы нравятся. Но вот похищение невесты, эскиз, которого я показывал, это как раз было в Китае, Кубок чемпионов мира. Там участвовали все чемпионы мира, которые в данное время тогда были. И вот эта работа у нас получилась настолько хорошо, что мы с Алексеем, с напарником получали такое удовольствие. То есть все вот, что мы видели вот на эскизе, это все было воплощено? Это было воплощено. Там мы делали ее из 56 кусочков льда. Ну, стандарт, как бы, да, вот. Метр 50 и толщина 25. 56 кубов, не кубов, а блоков, да. Фестиваль проходил в течение 5 дней. Колоссально. Очень хорошо было. Ничего себе. Да, шикарно. А твоя самая первая фигура ледовая? Ты её помнишь? Самая первая фигура это в 95 году по юбилею Победы на площади Ленина проводилась первая, так скажем, республика. Мы тогда были еще, я тогда был студентом Якутского художественного училища и с однокурсниками участвовали, делали фигуру, посвященная семье Малгина. То есть мама, и вокруг нее летят 5 журавлей. На фоне скалы, силуэт солдата и так далее. Это самый первый опыт был, когда мы даже не знали, практически пришли участвовать вслепую. Да? У нас инструментов были такие маленькие инструменты, стамески, помните, вот когда в мастерской я показывал, маленькие по дереву. Вот такими инструментами мы 3 дня колупали. А сейчас с опытом уже инструменты разного калибра сейчас есть уже. И техника развивается, есть и электрические грайндеры, которыми очень много пользуются зарубежные скульптора. Ну, у нас предпочтение как бы работать ручными инструментами больше. Как бы, ну, нам нравится, по крайней мере. От электричества очень много пыли, во-первых. Потом эта пыль оседает на одежде, и когда заходишь в теплое помещение, попить чай и так далее, все это тает, и в итоге ты уже мокрый. Так, а вот эта площадка пусть так будет, наверное, да? Или ее надо тоже выровнять? Поверхность надо тоже Вот это укультурить, да. если так оставить, это плохо будет смотреться. Так. Я считаю, что подставка это тоже Часть композиции. часть композиции. Всегда. Смотри, как сделал. Вот единственная большая, я могу сказать, это даже
ошибкой, да, вот когда многие наши молодые скульптора не обращают особого внимания на подставку работ. Здесь тоже вы, наверное, заметили очень много фигур. Это конкурс проводился в конце ноября. Ага. Участвовали очень много молодых ребят, Ага. у которых вот ошибка та, что саму фигуру делают, а подставку Не пробовал. оставляют необработанной абсолютно. Вот это тоже дает минус. Так, я взял такой, чтобы Да? подписать, да? Вот. И тебе осталось познакомиться с этим инструментом. Угольник. Сейчас вот как раз я несколько этих вот сделал. Сейчас плот надо ее этим угольником надо привести полностью. Полностью. Я думаю, вот это очень, мне кажется, сложно. То есть это одним движением, да, делаем? Практически. Ну, ничего себе. Ты сразу так срезал, да? Идешь, А, весь тот. ну, желательно. Потом вот, если надо где-то подправить, можно поглубже, чтобы четкая грань осталась вот такая. Очень хороший инструмент тоже. Поглубже, поглубже. Ой, страшно. Надо понять, как он работает. Ух ты. Вот тут прямо как по маслу. Волнение 3000. Так, это надо сверху вниз сделать. Я думаю. Продолжение. Ой, нет. Смотрите, какой-то пропил. Надо повторить. Очень сложно. Тут нужен, кажется, определенный угол надо понять. Чего себе, очень сложный инструмент. Почему? Этот, я не могу поймать угол, под которым надо. Так можно делать, да? Конечно, можно. О, кажется, я понял. Все, вроде готово. Хвост. Потом вот есть нюансы такие, Мгм. да, вот ты говоришь, они здесь сошлись, Угу. ну тут, А, лучше разделить, да, их? не, если даже пойдет так, ничего страшного. Ага. Потом уже отсюда можешь А, еще глубже? другую, да. А, то есть нам не нужны такие острые, как бы углы, Да. Как Там воронка просто. она может быть и волнистая, она может быть не обязательно прямая. Как будто как Да, хвост. как получается, так и делать. Со временем опыт приходит, как говорится, потом. Друзья, ну что, сейчас у нас наша лошадка готова практически на 99%, да? Ну, Егор предлагает, он говорит, что все лошадки, которые пасутся, у них у всех есть клеймо, да? По которому хозяева определяют, да, чья это лошадка. И сейчас он предлагает это сделать тоже на нашей лошадке с помощью вот этого инструмента. Это грайндер. А, это вот он. Да, электрический грайндер.
На нее тоже насадок бывает очень много. Но это самое, чтобы сделать какую-то надпись, какую-то тонкую деталь, предназначено вот это. Допустим, здесь можем написать букву О и внутри Р. Ну, и пусть будет это не последняя работа. Согласен. Так, ну давайте с самого легкого начнем. С этого. Точки, да? Ну что, друзья, сегодня, я думаю, был очередной интересный выпуск. Мы сегодня, благодаря Егору Степанову, напомню, это многократный чемпион мира по ледовым скульптурам. Благодаря ему я освоил азы изготовления ледовых скульптур, работа с электрической пилой, с различными инструментами, начиная от самой грубой обработки до мелкой. Егору хотелось бы выразить огромную благодарность. Я думаю, что да, вот эта скульптура здесь находится в парке 203 микрорайона. Можно подходить, приходить, фотографироваться. Вот. Ну, я думаю, что будет радовать. Я думаю, что точно месяц, наверное, точно будет радовать жителей города. Вот. Поэтому, Егор, огромное спасибо вам. Желаем вам творческих успехов. Ну, а нашим дорогим телезрителям желаем, конечно же, исполнения всех планов, чтобы у вас в жизни было больше позитивных моментов. Ну и, конечно же, всего самого наилучшего. Следите за нашей программой, очередными выпусками передачи «Испытываем на себе». Немного забегая вперед, хотелось бы сказать, что следующие выпуски у нас будут в том числе посвящены Момскому улусу. Но это все будет в дальнейшем. Друзья, пока, до новых встреч! Испытано на себе.